Килограмм говядины сегодня на рынке стоит около 350 рублей. Каждый кусок этого мяса попадает на прилавок только после его тщательной лабораторной проверки. Отсюда вывод: каждый может купить мясо, не боясь за его качество. Можно мне, пожалуйста, килограмм мяса? Вот этого можно? Прилавки мясного отдела центрального рынка ломятся от количества самого разнообразного мяса. Продавцы на месте разделывают части туши и развешивают на специальные крючки. Выбрать понравившийся им кусок может любой желающий. Вот только покупателей не так много. Людям не очень нравятся разговоры про различные болезни скота, и они стали опасаться покупать свежее мясо. Мы решили узнать, как проверяют качество мяса на рынке. Лаборатория, оснащенная всей необходимой техникой, находится на этом же этаже. На экспертизу допускается туша крупного рогатого скота только при наличии головы, печени, сердца и селезенки. Для экспертизы специалисты отщепляют от туши маленькие кусочки мяса и проверяют под микроскопом. После тщательной проверки эксперты делают выводы. Экспертиза трахеоноскопии закончилась. Туша здоровая, никакого трахеолеза, мышечной двуузки нету. Мясо качественное. Поставим штамп, запишем в журнал и пустим продукцию на реализацию. Процесс проверки туши в лаборатории занимает не более получаса. Только после этого принимается решение, отправлять или нет мясо на прилавки. На рынке работают опытные продавцы. Еще до того, как мясо попадет в лабораторию, они самостоятельно могут определить, болело ли чем-либо животное. В этом случае они просто не привезут на рынок это мясо, ведь им тоже не нужны убытки. Более того, на рынок ни разу не попадало мясо крупного рогатого скота, зараженного вирусом нодулярного дерматита. Болезней очень много было всегда, и есть, и будут, но врачи работают и никогда свою работу не оставляют. Нодулярный дерматит – это вирусная инфекция, которая легко распознается. У нее клиническими признаками является, когда животное заболевает, по всем телам подкожной клетчатки, по всем распространяется как бы бугры. А подкожные клетчатки, где бугры находятся, всегда имеется кровоизлияние. Ни один, который занимается реализацией мяса, никогда такую тушу не купит, потому что здесь лаборатория сразу определяется, по его клиническим легко определяется. Визуально можно его определить сразу. Помимо мяса крупного рогатого скота в этой лаборатории тщательную проверку проходят молоко, яйца, куры и даже мед. Только после этого специалисты разрешают продавать данную продукцию. Томас Гвициня продает мясо на центральном рынке уже более 18 лет. По его словам, покупая мясо здесь, граждане могут быть спокойны за его качество. Мясо у нас очень шикарное, мясо свежее. Каждый вечер мы режем скот, утром приносим, у нас 2 ветеринарных врачей, мясо проверяется, после этого мы штамп ставится, справку выдается, и после этого мы реализуем мясо. Наша съемочная группа работала на рынке более 2 часов. За это время мясо здесь купили всего лишь несколько человек. Конечно, такое положение дел не устраивает продавцов. Тем не менее, ежедневно каждый из них проходит все необходимые лабораторные проверки и выставляет на свой прилавок только самое свежее и качественное мясо. Сария Смырлеона Адлиева, Абхазское телевидение.